За всю независимость Кыргызстана сфера образования медленно, но верно катилась вниз. Нехватка средств и учебных пособий, отток специалистов и дефицит школ. Все эти проблемы каждый новый глава профильного ведомства пытался решать по-своему. Но то ли сил не хватало, то ли не было желания. Но за все годы независимости картина такова, что сфера образования достигла своей критической отметки. Компетентность нужна. Если будут компетентные люди, то в этом случае будет норма. Я жажду специалиста, я жажду человека, чиновника, который бы понимал, каким должен быть университет. Чиновника, который бы мне дал госзаказ. Сказал, для такого-то села, для такой-то школы нужно 3 учителя физики, чтобы подготовил университет не 3, а 4 и отправил его по месту. Отсюда понятно, почему иной раз бывает так, что чиновники вынуждены со скандалом оставлять свои кресла, передавая эстафету следующим. Как раз сегодня команда действующего Кабмина пополнилась новым человеком. В парламенте принес присягу новоиспеченный министр образования Каныбек Исаков. В интеллигентных кругах его знают не только как ученого, но и как сильного менеджера. По словам его коллег и даже некоторых парламентариев, Исаков чуть ли не самая лучшая кандидатура, которая когда-либо представлялась на пост главы самого проблематичного в Кыргызстане ведомства. Каныбека Абдулваситовича я знаю как хорошего управленца на уровне университетского ректора, и при этом он доказал, что может способствовать развитию. Это, в общем-то, заслуженно. И то, что его выдвинули на должность министра образования, я расцениваю как положительный факт, потому что это человек не случайный в министерстве образования. Он этот процесс, по крайней мере, развития высшей школы в течение, скажем, ближайших 20 лет он знает хорошо. Безусловно, в долгосрочной перспективе развитие любого государства напрямую зависит от состояния системы образования. Поэтому даже президент страны попросил общественность не критиковать, а поддержать нового министра Исакова, как бы давая понять, что проблем в сфере много, а он один. Очень много замечаний высказывалось в адрес этого министерства. Что касается качества образования, издания книг, то было очень много нареканий. С октября зарплата учителей увеличится на 30%, выделится дополнительное финансирование на образование. Но, к сожалению, система образования не улучшается, как хотелось бы. Это все зависит от работы руководителя министерства. Ответственность нового министра очень высока. Как вы знаете, опыт работы в системе у него есть. Однако один он не справится. Необходима наша общая поддержка. Образование – это будущее народа, поэтому мы должны особое внимание уделять образованию. Все ветви власти должны устранять эти недостатки и поднять уровень. Надеюсь и верю, что новый министр будет добросовестно работать. Словом, проблем в сфере народного образования хватает. Однако, если новый министр действительно оправдает возлагаемые на него надежды и задачи, то в деле, безусловно, наступит прогресс. А пока по итогам работы прежних руководителей можно смело сделать вывод, что никаких кардинальных изменений и серьезных шагов по улучшению ситуации в системе нет, хотя и были неоднократные попытки за последние 28 лет. Медербек Мамбеталиев, Телек Джуматаев, новости Ош Перим.